По данным ООН, примерно каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию в семье или в отношениях с партнером. А по общемировой статистике преступлений 58% погибших женщин – жертвы домашнего насилия. Независимые исследования говорят о том, что эта страшная цифра в России еще выше – 61%. При этом российское законодательство вполне толерантно к насильникам. Несколько лет назад статья, по которой они привлекались к ответственности, была декриминализована и переведена в разряд административных правонарушений. Да и сами жертвы домашнего насилия чаще всего не склонны активно себя защищать, считая, что это семейное дело, боясь потерять финансовую поддержку, а в некоторых случаях и детей. Но общество и законодатели должны осознать, женщины, которые сталкиваются с домашним насилием, нуждаются в защите и поддержке. Без этого они просто не смогут вырваться из круга насилия, защититься, наказать обидчика, начать новую полноценную жизнь, а иногда просто остаться в живых. Домашнее насилие – это распространенная форма гендерного насилия. Под домашним насилием понимаются все акты психологического, физического, сексуального и экономического насилия, которые происходят в быту и в семье между близкими людьми и родственниками. Любой может стать жертвой или исполнителем домашнего насилия. Однако большинство зарегистрированных случаев домашнего насилия осуществляется мужчинами против женщин. Результатом домашнего насилия могут стать проблемы со здоровьем женщины – психическим, физическим, эмоциональным. В самых крайних случаях домашнее насилие может привести к смерти женщины. В России в 2018 году от домашнего насилия погибли не менее 5000 человек. Это в 20 раз превосходит данные полиции. Почти 2/3 женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами партнеров или родственников. При этом, согласно статистике МВД за 2018 год, по причине семейно-бытовых конфликтов погибли всего 253 женщины. Насильниками не становятся сразу, за один день, если, конечно, речь не идет о психической болезни. Корни домашнего насилия в терпении, которое женщина относит, как она считает, к слабостям своего избранника. Женщины терпят, надеясь на то, что их отношения с супругом изменятся. Женщины чувствуют большую ответственность за сохранение семьи и отношений. Жертва домашнего насилия склонна оправдывать грубые действия своего супруга трудным детством, неблагополучными родителями, трудностями на работе и вспыльчивым характером. Тем более, после эмоционального взрыва и применения силы тиран может даже попросить прощения. Но проблема бытового насилия в том, что оно всегда идет по пути нарастания напряжения. Так постепенно между супругами или партнерами складываются так называемые абьюзивные или уничижительные отношения. В таких отношениях партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость с целью подавления воли жертвы. Каковы же признаки абьюзивных отношений? Во-первых, это ревность, когда ваш партнер крайне негативно относится к любому вашему общению с мужчинами, будь то начальник по работе, сосед по квартире или случайный собеседник в общественном транспорте. Он выходит из себя, начинает контролировать ваши звонки, переписку в мессенджерах. Это обвинение, когда муж или партнер делает вас виноватой во всех сложностях и жизненных проблемах. Плохое поведение детей, неудачи на работе, в семье и так далее. Еще один признак – тотальный контроль, когда им контролируется каждый ваш шаг, с кем вы говорите по телефону, где и с кем находитесь. Это заканчивается ограничением общения. Потенциальный насильник выступает против того, чтобы вы поддерживали отношения с близкими и значимыми для вас людьми. И не без причины. Ведь они могут увидеть, что вас обижают, и повлиять на вас, открыть глаза на поведение спутника жизни. Еще один признак – необъективная критика. Когда ваш партнер постоянно всем недоволен, в том числе и вами. Ему не нравится, как вы одеваетесь. Говорите. Круг ваших друзей, знакомых, родственников. Обратите внимание на нестабильное настроение. Сначала ваш избранник может быть самым милым и дружелюбным человеком. Но стоит произойти чему-то, что ему не понравится, как он тут же превращается в крикливого и бездушного скандалиста. А когда вы пытаетесь объясниться или убедить, что он не прав, он начинает убеждать вас в неадекватности вашего поведения. Жертве внушают, что она неадекватно воспринимает реальность, эмоционально нестабильна и даже ненормальна. Многие женщины боятся, что им не поверят.
боятся, что у них могут отобрать детей, чем очень часто манипулирует тиран. Эти проблемы вместе с навязанной социальной изоляцией, низкой самооценкой, финансовыми проблемами и страхом перед будущим насилием приводят к тому, что женщина не видит иного выбора, как оставаться в абьюзивных отношениях с партнером. Но необходимо помнить, что ребенок, который растет в атмосфере домашнего насилия, может страдать в дальнейшем поведенческим и эмоциональным расстройством. Не говоря уже о том, что в дальнейшей жизни негативный опыт родителя может отрицательно повлиять на детей. Мальчика превратить в тирана, а девочку в жертву. Основные виды насилия. Физический – применение физической силы и насилия, нанесение побоев, рукоприкладство с целью подчинения поведения жертвы, выполнение требований насильника. Психологический – скрытая или явная форма насилия, включающая в себя шантаж, угрозы и различные манипуляции. Экономический – контроль денежных средств партнера с целью ограничения социальных связей в обществе и создания зависимого положения. Сексуальный – принуждение вступать в сексуальную связь с партнером, сопровождающееся физическими угрозами. Если человек осознал, что он подвергается физическому или психологическому насилию со стороны близких ему людей, что он может сделать для предотвращения последующих нападок тирана? Существует ряд рекомендаций. Тираны боятся огласки, поэтому можно рассказать об актах агрессии тем людям, которым вы доверяете. Твердо сказать тирану, что в следующий раз вы обратитесь за помощью в соответствующие службы и органы. Если насилие продолжается, то единственный спасительный выход – это уход из семьи. Говоря о необходимости обращаться за защитой в правоохранительные органы, необходимо знать, что специальных норм по защите от домашнего насилия в Российской Федерации нет. Но это не значит, что на тирана нет управы. Обвиненному в домашнем насилии, как правило, инкриминируется умышленное нанесение легкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, которое ранее было подвергнуто административному наказанию, либо побои. В начале 2017 года побои в отношении близких родственников из уголовного преступления были переведены в административное правонарушение. Но только в том случае, если эти действия были совершены впервые. По оставшейся в Уголовном кодексе Российской Федерации статье 116 теперь квалифицируются побои, совершенные из хулиганских побуждений, либо по причине ненависти и вражды. Следовательно, если человек испытал, узнал или стал свидетелем домашнего насилия, ему стоит обратиться. Первое, естественно, в правоохранительные органы. Второе, это очень важно, за помощью и поддержкой к близким людям. Ну и третье, к психологу или к психотерапевту для получения качественной реабилитации. Наконец, не стоит пренебрегать и консультацией юриста. Он может прояснить некоторые правовые аспекты случившегося. Помните, насильник становится все более агрессивным от безнаказанности. Не терпите насилия, ищите помощи.